Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы расскажем, как мужчина подскользнулся при входе в магазин и скончался, ударившись лицом о кафель. Покажем, как в Казани прямо на ходу вспыхнула иномарка. За 10 минут огонь превратил Nissan в обгорелый остов. А также последствия работы электрического чайника без присмотра и хроника дорожных происшествий. Быстро ехал, как будто на зеленый ехал. Все это в ближайшие 10 минут. 58-летний мужчина скончался, упав при входе в один из магазинов Зеленодольска. Камера наблюдения зафиксировала, как он, заходя в дверь, подскользнулся на кафельной плитке и, падая, ударился лицом о пол. Коврик в магазине был, но лежал он не у двери. Сотрудники магазина вызвали полицию и скорую помощь. По рассказам его родных, согласно медицинскому заключению, скончался мужчина в результате сердечного приступа. Nissan Almera сгорел дотла вечером на улице Агрономическая в Казани. Загорелся автомобиль прямо на ходу. Водитель почувствовал запах гари, остановился, и вскоре из-под панели приборов показались языки пламени. Тушить автомобиль пытались вместе с пассажиром, пытались забросить пламя снегом, но огонь только разгорался. Взрывается. На помощь подоспели и очевидцы, но их огнетушители справиться с пламенем не могли. Пожар становился все сильнее, вскоре людям пришлось отступить. Владельцу автомобиля не оставалось ничего другого, как просто смотреть, как огонь поглощает его средства передвижения. Справиться с пламенем смогли только прибывшие пожарные, но к тому времени от машины остался только обгорелый остов. Спасти водитель смог только воздушный компрессор для подкачивания колес. От появления запаха до полного уничтожения автомобиля прошло всего несколько минут. 2 человека пострадали из-за электрического чайника. Хозяйка квартиры оставила его без присмотра. Зашла в комнату, где он находился, только тогда, когда почувствовала запах гари. Ее взору предстала полыхающая открытым пламенем мебель. Она пыталась потушить огонь самостоятельно, наливала в эпицентр возгорания воду, но было уже бесполезно. Огонь только разгорался. К этому времени едкий дым и гарь стали проникать в квартиры соседей. С пожаром справились прибывшие на место огнеборцы. Они же из соседней квартиры эвакуировали 76-летнюю парализованную женщину и передали ее в руки медиков. Медицинская помощь потребовалась и 33-летнему мужчине. Он самостоятельно тушил огонь до прибытия пожарных расчетов, но надышался продуктами горения. А 55-летний житель села Нижняя Мактома в Альметьевском районе пострадал из-за собственной пагубной привычки. Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже одного из домов поступило накануне вечером. До прибытия пожарных подразделений очевидцы из горящей квартиры вывели ее хозяина и передали его врачам скорой помощи. В огне мужчина получил ожоги. Вскоре едкий дым заполнил лестничную площадку и проник в квартиры соседей. Выйти на улицу самостоятельно люди не могли. Пожарные с помощью кислородных масок эвакуировали 5 человек, среди которых 2 детей. С возгоранием справились быстро. На площади в 2 квадратных метра горела мебель на кухне. По предварительной версии дознавателей, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего мужчины. Проезд на красный свет стал причиной столкновения «Лады Калина» и кроссовера «Киа» на перекрестке улиц Вишневского и Достоевского в Казани. Удар пришелся в заднюю левую часть внедорожника и был таким, что тяжелый автомобиль развернуло на 180 градусов. «Лада» после столкновения была уже не на ходу. Кто прав, а кто виноват, водители не спорили. Вина, говорят, была настолько очевидна, что отрицать что-либо не было никакого смысла. Быстро ехал, как будто на зеленый ехал. Водитель Киа рассказывает, ехал по Достоевского, на перекрестке с улицы Вишневского, стал поворачивать налево в сторону моста Милениум. И тут сильный удар слева. Он на красный проехал. Признает виновность? Конечно уж. Мужчина рассказывает, разговоры о том, что завершал маневр, водитель «Лады» даже не заводил. На красный проехал. Конечно, я еще на светофоре 3 секунды стоял. Вину признал сразу и в полном объеме. То, что легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора, помимо обоих водителей и очевидцев, зафиксировали и видеокамеры, которыми оборудован этот перекресток. Водитель «Лады» признался, думал, успеет. Автомобиля слева не видел и сначала даже не пытался тормозить. Я думаю, сейчас на желтый свет, думаю, успею. Желтый моргающий свет, думаю, успею, потому что уже и
Как говорится, не успел и влетел. Не видел, считаю, вот я уже желтый моргающий, потом раз он, считаю, выехал, и уже все, это уже поздно было. Говорит, когда увидел машину, пытался затормозить. Скорость была хоть и небольшая, около 50 км в час, но на скользкой дороге снизилась она ненамного. Тормозить пытался, тормозной путь был, да, но уже все бесполезно. Никто не пострадал? Нет, никто, все жив-здоров. Ущерб владельцу Kia возместит страховая компания. С полисом ОСАГО у водителя «Лады» все в полном порядке. А вот ему самому ремонтировать автомобиль придется за свой собственный счет. После аварии «Лада» была уже не на ходу. Радик Фархулин, Дарья Кореева, вызов 112. 9-летний мальчик пострадал, попав под колеса Део Некси на улице Гагарина в Казани. Ребенок стал переходить проезжую часть по пешеходному переходу. 19-летний водитель остановить автомобиль при появлении человека на зебре не смог и сбил школьника. В результате пострадавшего госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. Но оставлять его в больнице не стали и вскоре отпустили на амбулаторное лечение. Степень вины, ответственность которую понесет водитель, будут определять позже на детальном разборе происшествия. Ночевать в общественном транспорте пришлось водителю и кондуктору автобуса 30-го маршрута, который столкнулся с арендованным автомобилем на улице Чехова. Удар был не сильный, у автобуса царапина на правом боку, у «Фольксвагена» разбита фара. Водитель легковушки вину признал полностью, но поехать в центр оформления ДТП они не смогли. Каршеринговая компания после сообщения о ДТП заблокировала автомобиль, и было уже невозможно даже открыть дверь. Ну, она припахала, они выезжать хотели и попали на нас. Кондуктор автобуса рассказывает, вечером пассажиров было много. В снегопад многие пересели с личных автомобилей на общественный транспорт. Когда ехали по улице Чехова, в их правую сторону врезался Volkswagen, выезжающий задним ходом из парковочного кармана. Удар был не сильный. Из повреждений царапина на правом боку автобуса и разбитая фара, поврежденный бампер Volkswagen. Люди в аварии не пострадали. Все нормально, все хорошо, всех пересадили, отправили на другие автобусы. Много народу было? Почти полный автобус. За рулем легковушки был молодой человек. Водителю автобуса признался, что опыта вождения у него всего год, и из-за ограниченного обзора общественный транспорт просто не увидел. После столкновения сообщил в каршеринговую компанию о случившемся и прекратил аренду, чтобы не платить лишние деньги. Когда решили ехать в центр оформления ДТП, открыть автомобиль он больше не смог. В ГАИ надо было ехать, а каршеринговые отключили эту машину. Никак ее даже в аренду не взять, чтобы нам в ГАИ уехать. Если там в ДТП попадаешь, они сразу отключают. Автоинспекторов пришлось ждать на месте. Замерзающего водителя «Фольксвагена» и его пассажиров приютили в салоне автобуса. Они вот сидят здесь. Спать на рабочем месте пришлось и экипажу общественного транспорта. На линию заступать в 4 часа утра, а добраться до дома они просто не успевали. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.